Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. С общей помощью в Якутии вводят свои меры поддержки мобилизованным. Самозащита своих финансов. Пользователи российских финансовых организаций получили возможность устанавливать в банке запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры. Наставничество как один из способов творить добро. О теме развития благотворительности и волонтерства в Якутии расскажут наши корреспонденты. Ментальное здоровье – это основа благополучия каждого из нас. Сегодня в стране отмечается День психического здоровья. Как полюбившиеся спектакли и номера, так и новые программы. В Национальном театре открылся 43-й театральный сезон. Глава Якутии поручил оперативно оказывать всю помощь семьям военнослужащих. Средства в республиканском бюджете выделены. Напомним, с 5 октября в Якутии стартовал прием заявлений на предоставление дополнительных мер поддержки членам семей военнослужащих. Согласно указу главы республики, всем семьям оказывается помощь. Единовременная материальная в размере 200 тысяч рублей, освобождение от платы за детские сады, бесплатное питание учащихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях и многое другое. Указанные меры поддержки также распространяются на семьи военнослужащих и добровольцев, принимающих с 24 февраля этого года участие в выполнении специальных военных задач в составе вооруженных сил Российской Федерации. Но в Алданском районе продолжается частичная мобилизация. Правда, призывников все меньше, а качество мобилизационных мероприятий все выше. О промежуточных итогах в Алдане расскажет Руслан Павлов. Частичная мобилизация в Алданском районе вошла в рабочее русло. Набор в принципе завершен, однако отправки небольших групп продолжаются, замещая тех, кого вернули по объективным обстоятельствам. Люди возвращаются с войск, все равно заявляют там жалобы на состояние здоровья. Их там никто не смотрит, они возвращаются. Либо у нас здесь обследуются, либо в Якутске. И пока отправки продолжаются. Мы проводим оповещения, уточнение данных и, так скажем, на перспективу работаем немножко, чтобы иметь уже уточненные данные, потому что опыт проведения первых дней, особенно оповещения, показал, что по домашним адресам это практически невозможно найти. Город перестроился, много посносили, скажем так, зданий, сооружений. Кто-то переехал вот эти новые. Между тем, на местах началась работа по исполнению указа главы республики об оказании социальной поддержки мобилизованным и их семьям. Материальная база еще только она формируется, но, по крайней мере, нормативно-правовая база уже практически создана. Это вышел указ главы республики об определении мер социальной поддержки семьям мобилизованных. У нас в Алданском районе также проводится подобная работа. Сейчас разрабатываются проекты нормативных документов, которые будут регулировать эти вопросы, связанные с помощью семьям мобилизованных граждан. Оказывает поддержку и Координационный центр помощи мобилизованным. Теперь убывающим в дорогу представители центра привозят рюкзаки с необходимым набором вещей и продуктов. Координационный центр работает. При отправках они все присутствуют. Все предлагают, мобилизованным свои наборы, которые они уже приобрели. И берут, рюкзаки берут, перегружаются лекарства, весь набор, носки, термобелье. Идут в военкоматы добровольцы. Одни уезжают с ближайшей группой частично мобилизованных, другие формируются в отдельные отряды для будущих военных командировок. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Тем временем известные авторы патриотических песен Лидия Глазкова и Алексей Калининский представили якутской публике новую песню под названием «Российские орлы». Песню исполнил народный артист республики Александр Емельянов. Официальная презентация песни состоялась в Доме печати. На мероприятии побывала Мария Крадашевская. За Родину, за честь своей страны летят российские орлы.
поется в песне, написанной автором Лидией Глазковой и композитором Алексеем Калининским. Творческий союз представил публике песню, которая будет чувство патриотизма, поднимает боевой дух солдат и напоминает о том, чьи мы потомки. Ну, как бы потребность такая написать, потому что у нас оказалось, что ребят провожать, кроме как под варшавянку, нету современной песни. И вот это наш, и его это гложило, и меня, и тогда я сказала, хорошо, я буду сейчас писать, написала текст, он написал очень хорошую мелодию, и обратились мы к Александру Емельянову. А в свою очередь он сказал, я уже лет 8 мечтаю, чтобы кто-то написал патриотическую песню. И он так обрадовался и вот так вдохновился. Песню исполнил ведущий солист Государственного театра оперы и балета, народный артист республики Александр Емельянов. По его собственному признанию, он давно ждал песню, которая способна, как и в прежние времена, сплотить народы России. Я очень ждал, когда же напишут для меня, на мой голос баритона, песню, подходящую, патриотическую. Бог меня услышал, и ко мне пришло сообщение и слова этой песни от Лидии Юрьевны Глазковой «Российские орлы». Я сразу увидел, и название увидел, и сразу понял, все это мое. Патриотизм – высокое чувство, которое должно прививаться каждому человеку с рождения. Почувствовать гордость за свою родину, проникнуться нежными чувствами к ней помогают патриотические песни, считает автор песни, композитор Алексей Калининский. Это тоже наше орудие, которым мы выступаем на публике, ребятам нашим мобилизованным, которые едут на Украину защищать и честь, и славу нашей, и России, и нашей республики Саха. Произведение станет негласным гимном для тех, кто любит Родину и готов встать грудью на ее защиту, уверены авторы. Она призвана объединить народы нашей необъятной страны и поднять патриотический дух. Мария Кардашевская, Виктор Дьячковский, Артем Алексеев, Якутск. За Родину, за честь своей страны, от унижений, что нельзя прощать, за дом родной, за детские мечты, летят орлы Россию защищать, летят орлы Россию защищать, летят орлы Россию защищать. На улицах Якутска ведутся противогололедные работы в круглосуточном режиме. Ведется подсыпка песком перекрестков, кольцевых развязок, карманов, автобусных остановок. Также проводится уборка от снега площадей и тротуаров механическим способом и дорожными рабочими. На сегодня для уборки улиц задействовано 30 единиц техники «Якутдострой». Вышло 8 грейдеров, которые осуществляют снятие вот этого с верхнего слоя, этого снежного наката. Значит, вышли 6 машин, которые обеспечивают распределение противогололедных материалов. И вышли у нас 8 подметальных машин, которые работают как совместно с грейдером, вот, осуществляют подметание. В качестве фрикционных материалов мы применяем песок и мелкий щебень. Вот сейчас на эти дни, вот переходный период, когда днем, ночью у нас снег еще подмерзает, днем у нас положительная температура, мы будем применять в качестве материала это мелкий отсев. Клиенты банков смогут самостоятельно защитить себя от мошенников. С 1 октября пользователи российских финансовых организаций получили возможность устанавливать в банке запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры. Продолжит тему Саргалана Неустроева. По данным Министерства внутренних дел, за прошедшие 8 месяцев в республике было зафиксировано 1615 случаев краж денежных средств на сумму 164 миллиона рублей. При этом стать жертвой мошенника может каждый. Инструментарий преступника подстраивается под любые условия. Наши граждане сами сообщают мошенникам свои реквизиты карточки, пин-коды.
вот, или вообще добровольно переводят деньги на их денежный счет. Да? Вот, чтобы исключить вот такое попадание под влияние значит, мошенников, вот и вводятся подобные самоограничения. Теперь, даже если жертва доверится мошеннику, списать средства с ее счета будет нельзя. Система работает так. Клиент банка обращается в отделение с заявлением об ограничении онлайн-операций. Кроме того, с 1 октября банки обязаны подтверждать телефонные номера и адреса электронной почты клиентов. Самоограничение устанавливается для возможности ограничить пользователя через дистанционные каналы обслуживания, ограничить объемы переводов или возможность получения кредита. Если у вас несколько, открытые счета в нескольких банках, то такое заявление нужно подать в каждую кредитную организацию. Мера уже работает и для клиентов Республиканского банка. Однако пока, по словам представителей компании, функции недоступны в онлайн-банкинге и находятся в разработке. Между тем, сегодня проводятся и другие мероприятия по обеспечению безопасности счетов населения. У нас очень большое направление нашей работы по финансовой грамотности. И отдельно для пожилых людей мы ведем работу со школы 3-го возраста. Мы активно обмениваемся материалами с домами престарелых. И, соответственно, с населением мы, конечно, работаем. Зачастую жертвы кибермошенников до последнего не верят, что попались на уловку преступников. Такие злоумышленники умело входят в доверие. Однако есть один точный способ определить афериста. Настоящий сотрудник банка или правоохранительных органов никогда не потребует от гражданина данные его счетов. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Сохранение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов в России, в том числе нашей республики, на уровне 2022 года, стало основной темой выступления главы Якутии Айсена Николаева в Верхней палате Российского парламента. Серьезные изменения в методике распределения дотаций, внесенные в этом году Федеральным министерством финансов, могли существенно повлиять на объемы денежных вливаний, что, в свою очередь, повлекло бы за собой сокращение республиканского бюджета. Однако предложение руководства Якутии по сохранению объема дотации, основанное на расчетах республиканского Минфина, получили одобрение на федеральном уровне. Арсений Сергеевич с таким же предложением выступил на парламентских слушаниях, которые проходили в Совете Федерации на прошлой неделе. И Силуанов Антон Германович подтвердил, что они поддержат эту позицию и на следующий период, на 2023 год, даже если методика будет показывать снижение, они сохранят уровень дотации на уровень 2022 года и снижение не произойдет. Наставничество как один из способов творить добро. О нем и других видах добровольной помощи говорили участники телемоста, посвященного теме развития благотворительности и волонтерства в республике. О том, каких результатов добились организаторы проектов и как участие добровольных помощников меняет судьбы тех, кому нужна помощь, узнавала Анна Пшенникова. Сегодня Диана Стручкова – любимый учитель у 26 непоседливых второклашек. Она гордится своей работой и абсолютно уверена, что нашла свое призвание, но еще несколько лет назад выпускница детского дома металась в выборе профессии, и только добрый совет наставника помог ей определиться с выбором жизненного пути. На самом деле я даже не думала, что я буду работать в сфере образования. Я сама очень хорошо танцую и думала, стану хореографом или мечтала стать юристом, работать в Следственном комитете. А сейчас я вот смеюсь иногда и думаю, что это на самом деле вообще не мое. А вот благодаря наставникам, то, что они мне все-таки указали правильный путь, помогли в выборе профессии стать учителем. И это на самом деле правда мое, я это чувствую. Нашел свой путь и Данил Фролов. По его словам, наставничество Людмилы Николаевой помогло не только определиться с будущей профессией, но и дало ту самую заботу, которой ему так не хватало. Мы много общаемся. В основном такие обычные жизненные ситуации, чему меня не научили, скорее всего, чего я не принял в детдоме. Не хватало какой-то заботы человеческой, типа. И вот я перенял это от Людмилы Валерьевны. Сейчас хочу помочь своей сестре младшей, чтобы она тоже достигла хоть каких-то вершин в этой жизни. То есть теперь уже ты примеришь на себя роль наставника? Да, думаю, для меня это несложно. Я и так для нее как наставник, потому что кроме меня у нее всю жизнь никого не было.
Программа наставничества стала одним из многочисленных успешных проектов фонда «Семья для ребенка». Руководитель некоммерческой организации Ольга Вешникова считает, что сегодня благотворительность должна стать умной, а помощь сиротам может быть не только материальной. Горы сладких подарков приносят немного пользы, гораздо более ценным является вклад в воспитание детей, их адаптацию к самостоятельной жизни и обучение полезным навыкам. Все это объединяет про-боно волонтерство. Стать таким интеллектуальным помощником может каждый. Если у вас есть желание, вот особенно мы сейчас приглашаем психологов, есть запрос, и мы решили, что именно наш фонд «Семья для ребенка» мог бы сейчас стать центром входа таких про-боно волонтеров, которые могли бы оказать помощь, в том числе психологии, педагогика, это может быть предприниматель, у которого есть автомобиль. Однако, чтобы стать добровольным помощником, одного желания мало. Во-первых, нужно выбрать приемлемое для себя направление, а во-вторых, обучиться необходимым навыкам. В этом потенциальным добровольцам помогает Центр по работе с волонтерами. Там новобранцев добровольческой армии учат, как направить свои силы в правильное русло. Да, получается, в Центр по работе с волонтерами, он у нас как ресурсный центр добровольчества, они подскажут, например, человек интересуется, например, спортивным волонтерством, и они уже подскажут, куда двигаться, к кому обращаться и как вообще это все обучение выстраивается для добровольцев и так далее. Вызовы времени диктуют нам новые реалии, поэтому помощь добровольцев в различных сферах жизни не теряет своей актуальности. Сегодня армия российских волонтеров растет день ото дня, а значит, каждый, кто готов отдать часть своего времени в помощь людям, делает ее сильнее. Анна Пшенникова, Георгий Григорьев, Якутск. Установка мембранного выделения гелиевого концентрата – новый инновационный подход для производства ценного гелия. Уникальный технологический комплекс на Чаиндинском месторождении эксплуатирует «Газпром» добычи «Ноябрьск». Секреты инновационного метода производства гелия в следующем материале. Ценный гелий содержится в природном газе. Для его выделения из углеводородного сырья еще на этапе проектирования инфраструктуры промысла был заложен масштабный технологический комплекс. Установка мембранного выделения гелиевого концентрата – целый завод, который включает комплекс зданий и сооружений с уникальным оборудованием. Беспрецедентный объект является пионером в газовой промышленности России, который применяет настоящие нанотехнологии. Для извлечения гелия из природного газа здесь построена инновационная двухступенчатая мембранная установка. Природный газ последовательно проходит через кассеты с мембранными элементами. В них и происходит выделение концентрата гелия. Газ, который прошел между волокон, он называется ретентатом. Это очищенный от гелия газ. Ретентат газ поступает в магистральный газопровод «Сила Сибири», а пермиат, это насыщенный гелием газ, поступает на межступенчатую компрессорную станцию. На УМВГК используются газоперекачивающие агрегаты уникальной конфигурации, изготовленные на базе газотурбинного двигателя и двухкорпусных центробежных компрессоров. Их задача – обеспечить аномально высокие степени повышения давления. Максимальная производительность УМВГК с учетом подачи газа Чаиндинского и Кавыктинского месторождений составляет около 32 миллиардов кубометров газа в год. На полную проектную мощность данный объект выйдет к 2024 году, а пока строительство инфраструктуры УМВГК продолжается. Оборудование основное смонтировано, ведутся работы по кабельной продукции, завезены комплекты мембранных элементов. С января следующего года планируется увеличение подачи газа, и для обеспечения необходимых компонентного состава газа в товарном нам потребуется запуск второй очереди. Мембранное газоразделение для извлечения гелия – инновационный метод. В промышленных масштабах он ранее нигде не применялся. А научное обоснование по внедрению уникальной инфраструктуры в Восточной Сибири получило признание на федеральном уровне. Эта разработка завоевала первое место в конкурсе на соискании премии ПАО «Газпром» в области науки и техники по итогам 2021 года. В здоровом теле должен быть здоровый дух. С начала 21 века психическое здоровье человека относится к числу приоритетных направлений деятельности любого развитого общества. Так, в 1992 году был проведен первый день психического здоровья. В России он отмечается с 2002 года. Подробнее о деятельности Якутского психоневрологического диспансера расскажет Галина Чекурова. В Якутске работает лучший психиатр страны. В 2020 году заведующая женским отделением Якутского республиканского психоневрологического диспансера Елена Мордосова из 526 врачей страны удостоилась звания «Лучшая». И таких высококлассных специалистов здесь много, которым всецело доверяют свое здоровье нуждающиеся граждане.
Приходят к нам женщины, к сожалению, каждый день. Наиболее часто встречающиеся диагнозы – это психозы шизофренического и аффективного круга. Это острое состояние, которое развивается и встречается в клинике. Те же галлюцинаторные переживания, бредовые идеи, помрачение сознания, нарушение поведения в виде психомоторного возбуждения, изменение настроения. В таком состоянии человек не ориентирован часто в себе, в окружающей действительности, во времени, и он не может отдавать отчет своим действиям, руководить ими. Пациенты очень тепло отзываются о работе Елены. Очень опытные специалисты тут. И наш врач Мордосова Елена Владимировна очень хороший психолог. Ошибочным является мнение того, что психическим расстройствам подвержены только взрослые люди. Так, в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере есть детское отделение. Сейчас лечение проходит 9 подопечных. У маленьких пациентов есть все для комфортного лечения. С июля в столице началась работа детского психотерапевтического центра, в которую за помощью могут обратиться подростки от 12 до 18 лет. Дети сюда поступают по направлению участкового врача-психиатра детского. В связи, в данное время большинство детей с нарушением поведения в связи с органической патологией. Органическая патология – это следствие травмы головы, инфекционной этиологии и сосудистые заболевания. В основном дети сейчас, которые находятся, бродяжничают, то есть сбегают из дома, и нарушается их в школе, поведение их страдает, и бессонница, нарушение сна. В целях понимания населения важности стабильности эмоционального фона ежегодно проводится День психического здоровья. Именно в этом направлении якутский диспансер работает с 1925 года. И за 97 лет из его стен вышли здоровыми тысячи людей. Сегодня День психического здоровья. Это дата призвана к тому, чтобы поднять внимание к тому, что каждому необходимо сохранять психическое здоровье, во-первых. И во-вторых, сказать о том, что да, бывают ситуации, когда психическое здоровье нарушается, и любой из нас может в какой-то момент жизни страдать каким-либо психическим расстройством в широком смысле этого слова. И мы должны понимать, что общество должно относиться к этому так, чтобы не были ни в коей мере нарушены гражданские права тех граждан, которые вдруг заболели. Для этого придуман этот день. Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, преодолевает спокойно жизненные стрессы и продуктивно работает. Именно поэтому очень важно следить не только за своим психологическим здоровьем, но и за состоянием своих близких. А в случае чего не бояться обращаться за помощью к специалистам. Галина Чекурова, Георгий Григорьев, Якутск. В Национальном театре открылся 43-й театральный сезон. В этом году на суд зрителей будут представлены как полюбившиеся спектакли и номера, так и новые программы. Чем удивят зрителя, узнавал Александр Хавренко. После длинных летних каникул культурная жизнь в столице входит в привычное русло, и театры открывают свой очередной сезон. Национальный театр танца в этом году в 43-й раз распахнет свои двери для зрителей. И, конечно же, новый сезон подразумевает и новые спектакли. Премьера нового спектакля, как правило, это является нашим самым крупным событием года. Да? Это будет музыкально-хореографический спектакль «Колыбель народа Саха». Аи Аймах Биге называется. Да? И в этом спектакле мы впервые коснемся темы традиционного нашего танца Асохи. Национальный театр танца трудно представить себе без главной звезды, знаменитого Афанасия Афанасьева. В новом сезоне король танца, как его называют поклонники, представит свою новую программу «Осенний танец». Но «Осенний танец» — это я как ветеран сцены, как ветеран театра танца представляю Национальный театр в этом сезоне. И там много будет различных танцев, танцев модерн, якутские танцы, испанские танцы, современные танцы и ретро-танцы 70-х, 80-х, 90-х. В этот вечер в моем осеннем танце будут различные
конечно, гости. Будут ансамбль танца «Леди Плюс», я их пригласил, испанского танца «Эсканто». Будут первые солисты государственного ансамбля танца Якутии. Конечно же, любой танец смотрится более эффектно, если его сопровождает живой оркестр. В следующем году оркестр Национального театра танца отметит свой 30-й день рождения. Сейчас же в оркестре 25 профессиональных музыкантов. За это время сыграно более 9 сотен партитур. И каждый год музыканты готовят новую программу для своих зрителей. Год матери у нас состоится совместный концерт с оркестром Дворца детского творчества «Поговори со мной, мама». Участниками принимать будут участие солисты оперы, эстрады и другие певцы. Работа в театре кипит. Готовят костюмы, репетируют номера, а артисты находятся в приятном волнении от скорого свидания со зрителем. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.